Именно сейчас проводится масштабное реформирование Министерства внутренних дел. Цель модернизации – это создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения полиции. Важно и то, что сами граждане чаще занимают активную позицию в вопросах противодействия коррупции. Добиться результатов работы в борьбе с коррупцией можно только путем персонализации ответственности руководителей. Это же не в их интересах выявлять такие случаи, потому что тогда они сами понесут ответственность. Это называется метод кнута и пряника. То есть, если он сам не выявил, сам это пришла другая служба, выявила, значит его снимут с работы. Хоть ради этого он будет смотреть и порядок, кто чем занимается, и не допускать вот этих нарушений ради самосохранения. Пока приходится и такими методами делать, чтобы снизить уровень коррупции. За последние 3 года в Министерстве внутренних дел сократилось на 43% количество коррупционных преступлений, на 35% число привлеченных и на 44% число осужденных сотрудников полиции. Причем 75% преступлений выявлены собственными силами. То, что вы сами выявляете, вы их направляете в агентство, специализированное агентство, чтобы там с ними работали, либо вы сами разбираетесь? Мы по согласованию с прокуратурой многие наши разработки, наши выявления оставляем за нами. За нами, и все они у нас уходят соответствующие через суд. Какую-то часть, допустим, там, когда конфликт интересов возникает, то передается в антикоррупционную службу, либо есть группа специальных прокуроров, которые забирают специальную генеральную прокуратуру. Какие критерии используют прокуроры для того, чтобы принимать это решение о том, чтобы оставить рассмотрение антикоррупционных деяний у вас в Министерстве внутренних дел? Прокурор, принимая решение оставить это органам внутренних дел или другим, из 2 причин мы выходим. Иногда это выходит в рамках расследования больших уголовных дел, как я говорил. Какой-то транснациональный, где-то наркобизнес, где крышуют сотрудники правоохранительных органов. То есть неразделимы с основным уголовным делом. Второе – это процессуальное соглашение. Бытовая коррупция. Задержан на месте с поличным при остановке транспортного средства. Есть видеокамера, установлено все. Буквально он сам признается это. То есть дело уже закончено, никаких сложностей. Прокурор видит объективность, что 90-80% следственных действий выполнены. Осталось ему окончательно квалифицировать его деяния и направить дело в суд. То, конечно, зачем волокита его передавать в антикоррупционную службу другие? Вы это измерили? Вы отследили, как повышается общественное доверие благодаря тому, что вы проводите внутренние расследования? Есть исследования, которые проводятся самостоятельно различными независимыми исследователями, в том числе вот Transparency Казахстан. Ежегодно проводят социологические исследования, и результаты среди бизнесменов более 3/4, более 75% бизнесменов заявляют о том, что в Казахстане можно развивать бизнес, не прибегая к коррупционным практикам. Идет ломка самого сознания в первую очередь, что коррупция – это зло, что коррупция – это препятствие для развития нашей страны. Переоценка ценностей идет. Первое – это законодательная база, это сознание людей. Это действительно, чтобы в обществе само совершение коррупционного правонарушения, преступления каралось в первую очередь обществом, народом. Чуждое, чтобы это явление. Потому что у Казахстана очень большие перспективы, большие недра, большое богатство, большой потенциал человеческий. Одним из держащих факторов на сегодня является коррупция. Мы будем выбирать новые пути, новые подходы. Вот это очень важный ответ. Я вам очень благодарен за него. Сегодняшний день показывает то, что на самом деле эта миссия уже успешна.